Ассалам алейкум, дорогие друзья. Эта запись делается 19 декабря 2017 года. Буквально вчера и сегодня, по крайней мере в чеченских социальных сетях, в WhatsApp и в других мессенджерах, начало распространяться одно видео, где видно, как человек, взрослый мужчина в полицейской ориентировочной форме, прижал к земле и фактически душит, закрывая рот маленького мальчика, который выкрикивает арабские слова и в частности выкрикивает шахаду. С этим видео распространяется текст о том, что это израильский полицейский задушил таким образом до смерти палестинского мальчика во время некой демонстрации в субботу у посольства США. Удалось узнать, откуда это видео. Как объяснили наши товарищи, которые живут в скандинавских странах, в Европе, это видео ни к Иерусалиму, ни к Израилю, ни к Палестине не имеет никакого отношения. Скорее всего, между израильтянами и палестинцами происходили гораздо более страшные вещи. Но вот конкретно данное видео к Иерусалиму не имеет никакого отношения. Наши друзья из Европы прислали нам ссылку на сайт, на скандинавский сайт, откуда было скачано это видео. И текст, который написан в сопровождении этого видео, это газета, это норвежская газета, статья от 11 февраля 2015 года. По нашей просьбе наши норвежские друзья эту статью перевели. Вот я вам зачитываю уже на русском языке. Статья от 11 февраля 2015 года. Источник норвежская газета VG. Называется статья «Бесследно исчезнувшие подростки». Шокирующее видео пробудило волну негодования среди жителей Швеции и за ее пределами. Любительское видео жесткого обращения с 9-летним подростком было снято на железнодорожной станции в Мальмё, Швеция. Подростки 9 и 12 лет приехали в Швецию как малолетние беженцы, без сопровождения взрослых. Первое время они находились в приюте, откуда и сбежали, предприняв попытку сесть на поезд. Охранники на железнодорожной станции получили распоряжение задержать их до приезда полиции. Как очевидно следует из видео, заснятого свидетелями, охранники превысили свои полномочия и жестоко обращались с детьми во время задержания. 9-летний мальчик оказался прижатым к полу взрослым охранником. Очевидцы видели, что мальчику трудно дышать, но охранник продолжал прикрывать ему рот рукой. Мальчики не говорят на шведском и пытались что-то выкрикивать на арабском, привлекая внимание прохожих. Второй 12-летний подросток находился рядом, также под угрозой жестокого обращения. После упомянутого инцидента оба мальчика были доставлены в приют в Сконе и через некоторое время должны были быть переданы в руки отдела по делам иностранцев, но, предприняв очередную попытку к бегству, бесследно исчезли. Полиция подтверждает их исчезновение и пока не предприняла никаких попыток к их поиску. Как заявил представитель полиции, они не имеют ни малейшего представления, откуда начать поиски и где могут находиться исчезнувшие подростки. Неоправданная жестокость охранников возмутила представителей власти, и оба они были уволены с места работы. Так что похоже, что это видео не имеет никакого отношения к Иерусалиму. Данное видео не имеет отношения к Иерусалиму, и снято оно было 2 года назад. Ассаламу алейкум. Видео чукисунила охраннику Кантавилин Игола Хватенцау видео Ютикя Гойчерк. В 2015 году Мальмо, Швеция, Галайта Хелонду. Вот. Старая информация. Вот. Несовершеннолетний Ишокетчецана Хавиенул Шиканту с дом детдомер. Вода ведда, поезд дихен, без взрослых, без билетов, социальный охранник. Мальмо, Швеция, в 2015 году.
по Норвегии, по полностью Дания, по Скандинавии, Массанах, Газечти, Аязина, Дуаз, Хилхом Дуаз, вот. Я Израиль, Енохчи, никакого отношения не имеет. Вот. Цундела. Адушун Хилдерг информации старую охранник Балхар Дабех на цацшай судебный цац Болх Бина Цантиха Цундела. Вот. Дольштерк Адушун дал диктерк Лейла Коэн Масана Осурту да мукла диктерк хирду